Начало XIX века. Кавказ пылает пламенем войны. Не прекращаются стычки между царскими войсками и народами Кавказа. Первые, возглавляемые Ермоловым, вышли на тропу войны, дабы обуздать непокорных горцев и равнинных жителей Кавказа. Вторые вышли на Газават, дабы защитить свои дома, земли и религию. Вторая половина XIX века. Ислам подвергается натиску враждебных сил от Магриба и до Явы. Он становится знаменем обездоленных, отверженных, оплотом стойкости духа верующих. Именно в эту нелегкую пору в селении Муслимаул Тарковского шамхальства, ныне Атланаул, Республика Дагестан, предположительно в первом десятилетии Кавказской войны рождается герой нашего рассказа Ирчи Казак, сын вольных землевладельцев Узденей. Отец казака, Татархан, видя в смышленном мальчике любознательность, отдает сына в начальную школу Мактаб. Там юный казак постигает азы веры, кумыкского письма на аджаме, арабского языка и светских наук, по одной из версий готовясь к духовной стезе. Однако довольно рано в Ирчи-казаке проявляется талант стихосложения. Это заметили жители села, которые всегда с восторгом слушали его экспрессивную, наполненную смыслом декламацию. В ней они подмечали мудрость, которой не по годам обладал юноша. Казак имел понимание о внутренней и внешней политике. Слухи об интеллекте молодого человека быстро долетели до дворца правителя. Шамхал Абу-Муслим вскоре делает его своим доверенным лицом. Весьма сходна судьба казака с биографией его современника, казахского поэта-батыра Махамбета Утемисова. Оба они начинают как придворные поэты, но, видя слабость и зависимость местных князей от царских властей, переходят на позиции жесткого неприятия национальной политики царизма. В середине 50-х годов в жизни казака начинаются трагические события. Вместе со своим верным товарищем Атабаем он бежит на территорию имамата Шамиля. По данным кумыкского историка и поэта Абдурахмана Казиева, двое ближайших родственника Ирчи уже сражались на стороне имама Дагестана, а односельчанин казака Шангирей и вовсе возглавлял крупное соединение в гвардии имама, обладая почетным прозвищем «Лев равнины». Существует несколько версий, объясняющих поступок казака. Довольно слабые. Банальная помощь товарищу в похищении девушки и инсценировка бегства. Более основательная версия – участие казака в переговорах между имамом Шамилем и Шамхалом Абу-Муслимом, который опасался своего скорого смещения с престола. Миссия в последний момент проваливается. Скорее всего, о ней стало известно соглядатаем кавказского наместника при Шамхале. На мысль об этом наталкивают упреки поэта в адрес Шамхала, в которых звучит осуждение за нарушение некоторых договоренностей между ними. Как бы то ни было, казак и его товарищ Атабай попадают в ссылку в Сибирь. Ссылку он переносит очень тяжело. Прежде всего не только потому, что условия в местности пребывания были нечеловеческие, а из-за того, что он был оторван от своей родины, которая давала ему эмоциональную и духовную подпитку. Тем не менее, казак не падает духом. Подобно своему товарищу по несчастью Федору Достоевскому, он обретает утешение и опору в вере, несмотря на то, что сетует на отсутствие всяких условий для совершения религиозных предписаний. О духовных исканиях этого периода свидетельствует включение в тексты стихов молитв дуа на арабском языке, а также фрагментов книги Мухтасар, посвященной основам ислама, имана и ихсана. Помимо этого, казак в своих произведениях употребляет слова с явно подчеркнутой религиозной контекстуальной окраской, например, рахму – милость, шабаат – благодать, дуа аманат – прошение о молитве. Через 3 года поэт возвращается из ссылки, однако ему не разрешено жить в родном доме. Вынужденно он поселяется в Батаюрте и продолжает свое творчество, стиль и содержание которого резко меняется. Вместо сетований на судьбу в них зазвучали металлические нотки осуждения предателей. «Заман келер халк күрлүктө яшайган, кыз байлага төшек салмай төрүнне, намарт бийлер мыскылламас, хорламас, мурдар иттей чирип ятар көрүнне». Также поэт сурово осуждает всякие усобицы и, напротив, хвалит людей, призывающих к примирению.
Ирчи Казак посвящает ряд стихотворений ярким представителям кумыкской политической и интеллектуальной элиты. Например, российскому генерал-майору, управляющему Карабахским ханством Хасайхану Уцмиеву, вызвавшему на дуэль признанного идеолога квасного патриотизма генерала Ростислава Фадеева за оскорбительные слова о кавказцах. Фадеев предусмотрительно от той дуэли уклонился. В своих произведениях поэт формулировал программу выживания нации, и во многом благодаря ему для современных кумыков сохранились образцы прежнего образа свободы. «Теңлилерим, елер буген гырланы, йырлар халемен язаган йырланы, йыллар явып, янсауланган сырланы». Близкая дружба связала казака с кумыкским просветителем, преподавателем кумыкско-ногайской литературы, татарского языка и основ мусульманского законоведения шариата Восточного факультета Санкт-Петербургского университета Магомедом Эфенди Османовым. Интересен тот факт, что стихотворное обращение к нему он начинает словом «бисмилла», а заканчивает благопожеланием, обращаясь к Всевышнему. Сохранились предания о дружбе молодого казака с казанищенцем Арсламбеком Акаевым, отцом прославленного кумыкского ученого-богослова, поэта и издателя Абусупьяна Акаева. Вместе с тем Ирчи Казаку был чужд слепой религиозный фанатизм. Защищая незыблемость религиозных установлений и кодекса нравственных традиций намус, он одновременно видел отставание мусульман в социально-экономическом развитии и призывал учиться у русских и западных народов передовым технологиям. В конце 1870-х годов казак загадочно исчезает. До сих пор идут споры о его дальнейшей судьбе. Однако бесспорным остается его место в народной литературе. Масштаб его личности в кумыкской литературе сопоставим с масштабами личностей Александра Пушкина в русской, Тараса Шевченко в украинской и Габдуллы Тукая в татарской литературах. Слава казака уже при жизни перешагнула границы родного края и даже Российской империи. По сведениям известного русского тюрколога Василия Смирнова, уже в середине 1870-х годов книга с его стихами была издана в Стамбуле. Однако пока гений был жив, его современники не были в силах в полной мере осознать глубину мыслей поэта. После смерти его популярность росла из года в год. О нем стали слагать стихи и предания, ставить театральные постановки, отмечать юбилеи со дня рождения поэта. Тем не менее, наследие Ирчи Казака сохранилось. Оно вписано золотыми буквами в летопись мирового литературного наследия. И нам еще предстоит открыть для себя нового, доселе неизведанного казака. Ведь каждое прочитанное произведение поэта вплетается в сознание и открывает глаза современников на мир казака, мир человека, переполненного любовью к своей родине, человека творящего и созидающего, человека, не сдающегося перед лицом трудностей, человека, уповающего на единого Творца. Заман geldi.